видеоланнет. Мен шуаны Светлана Матюшева, меула воркута Карен, и кысят я настал төдмедны. Зевсечем югд морткад, коткад ме уджала, коткад ме йорташа уна вонин, и быд лун, быд раз, тая мортис чуймеде, аслас шелем кылем нас, аслас пычкаслун нас, аслас кысьем нас, и аслас радейтем нас, радейте оламсе, радейте, ставсе мы адже, ставсе мы позже, бощны асла долама, но и оламыс есть тоже радейте. Тиянлы ставме тыдмада, Евдокимова Марина Владимировна. Марина, мы с тобой знакомы 16 лет, больше, чем 16 лет, наверное, друзья. И мне очень все время хочется спросить. Мы с тобой познакомились в Центре национальных культур. Ты пришла на наш концерт, выступали дети, в том числе твоя маленькая дочь. И что так случилось с тобой, что ты захотела прийти в коми-язычный ансамбль? Столько лет изучаешь песни на коми-языке, тебе не родной язык. Что тобой движет? Я часто слышу о том, что, между прочим, по секрету скажу, это Марина настаивает на том, чтобы набрать людей в ансамбль, чтобы он не закрывался, потому что было так, что мы вдвоем с ней оставались. Не я носитель языка, а человек, который русский по национальности, но очень тонкой душевной культуры и очень переживающий за землю коми, за народ коми и, соответственно, за музыку, которую мы поем и которую слушают наши зрители. Марин, вот расскажи нам твой секрет. Ну, спасибо за возможность рассказать об этом, Светлана. Мы действительно знакомы много лет. Светлана Витальевна – это первая учительница моей дочери. На самом деле сейчас, когда я оглядываюсь назад, 16 лет уже за плечами моего творчества и нашей дружбы, то сейчас я понимаю, что все, в общем-то, сложилось как пазл. Ничего такого удивительного и особенного. Коми-язык мне вовсе не чужой, потому как училась я в Сыктывкаре, в нашей столице, в педагогическом училище на музыкальном отделении. Конечно, у нас был предмет коми-язык. И я сейчас перебью. У Марины знаете, какая любимая песня? Не поверите. Коми-Ань. Да, пробирает меня прямо до глубины души. Я слышала коми-язык, слышала речь в общежитии, на улицах, в магазинах, много преподавателей коми-национальности, поэтому я привыкла за 4 года обучения к звучанию этой речи. Потом мы пели песни, конечно же, и в нашем репертуаре они тоже есть. И когда я услышала на концерте в нашу ту первую встречу, в том числе украинский хор исполнял песню «Катшашинья» с «Ромашки», эту песню мы пели в училище. Все это послужило таким воспоминанием, а я ведь профессию свою поменяла. Я ушла в коррекционную деятельность, ушла из музыкальной своей работы, с музыкального руководительства, и поэтому заныло вот это вот, заболело в душе, зов музыкальный позвал меня. И я совершенно не боюсь этого языка, справляюсь, учу. Вот. 16 лет, да, за плечами, и я, конечно, всегда переживала за то, чтобы наше дело не закончилось вдруг на полпути. Потому что тот, кто знает перевод коми-песен, кто однажды подумал, послушал, осознал то, о чем песни эти говорят, тот поймет, за что я боролась. Неважно, какой национальности человек, если он согласен учить песни на коми-языке, если он согласен трудиться, изучая партию, стараться развивать свой интонационный слух, чувствовать ансамбль. Здесь очень много развивающих таких важных моментов в нашем таком хобби, когда развивается личность. Ты видишь другие города, гастролей сколько было, да, по республике нашей прекрасной. Много коллективов музыкальных, мы знакомы теперь с ними, мы подружились в разных городах, в Усть-Куломе, в Сыктывкаре, в Инте, в Печоре. Зритель благодарный, мы посмотрели на нашу республику. Но, в общем, настолько это прекрасная, замечательная какая-то студенческая жизнь у взрослых людей, как за это было не бороться. Когда-то, давным-давно мы с тобой давали интервью на радио Коми-Гор, приезжал репортер к нам в Воркуту. Тоже об этом подумала сейчас, Вспомнила, да? Вот когда тоже мы рассказывали о своем творчестве,
мне очень понравилось, что она мне сказала: вы, Марина, должны обязательно побывать в настоящем коми-селе. Этого у меня еще не было. Я готовлюсь. Приглашаю, С удовольствием. приглашаю. Надо сделать это наконец-то. Кто сейчас послушает, увидит это видео, приглашайте нас с Мариной этим летом в гости к вам. Марина очень любит ходить по музеям. Мы прошли с ней все музеи, где были, в каком городе у нас были И гастроли, и да? гастроли, И и командировки, командировки. Когда мы были на гастролях в Инте, была такая пурга, это был праздник, посвященный Терыбкыр назывался, и был хоровод. Владимир Трошев пел вживую, и был хоровод, стали люди. И вы представляете, не все могут сказать те ощущения, которыми поделилась с нами Марина. Расскажи. Ну да, такой момент как бы на самом деле очень глубокий, душевный, такой как бы сокровенный, но будучи музыкальным руководителем, 5 лет я проработала в детском саду, я, конечно, тоже с детьми учила хороводы. Ну что такое хоровод? Это очень просто, да, это встать в круг, взяться за руки. Я сейчас не говорю о сложных перестроениях, которые бывают в этом действии, а просто водить хоровод вокруг елки. Все мы это знаем, все это мы делали когда-то, с днем рождения, там каравай, кого Да. хочешь выбирай. Но в тот хоровод, который попала я, в Инте на Ющ-Доре, на Олень-поле, на празднике Терыбкыр, быстроногий олень, это что-то за гранью моего было понимания. Я когда рассказывала об этом мужу и всем знакомым, не понимали, о чем я говорю. Понимаете? Натанцевавшись и напевшись в штормовом, как бы, Да, ветер был погодных, ужасный. сорвало все баннеры, вот, но концерт не отменили, бега не отменили, и все вот эти свежемороженые люди, зрители, которые пришли, это за городом, это в Иркуте у нас на центральной улице Ленина проводятся оленьи бега, а в Инте это все за городом, люди с детьми приехали, очень много человек, несмотря на погодные условия. И вот мы поем на сцене, бегут олени и упряжки, потом выступают исполнители с разных городов республики, и люди танцуют, и вдруг взялись за руки. Я не знаю, что это было. Это током, просто по всему телу прошли какие-то импульсы. Незнакомые люди, все вот, кто был на улице, мы вели этот хоровод, я отпустить руки не могла. Под какую-то народную коми-песню мы водили этот хоровод. Потом стали, какой-то ведущий, по-моему, человек завел ручеек. Мы стали парами и стали ходить, вот нырять, да, как бы подворотики под людей. Кого ты схватишь, ты не знаешь, и стар, и млад, как говорится в этом хороводе. Мурашки по всему телу. Я, как сумасшедшая, на всю пургу, открыв рот, кричала «Ура!». Я не знаю, что это было «Ура!». Я была на таком эмоциональном, в таком состоянии, в каком-то трансе. Потом я стала изучать этот вопрос, что же такое хоровод в этносе славян, и вообще в любом этносе хоровод – это сила, мощь, это объединение, это энергетический обмен. Но, в общем, это целая тема для отдельного разговора, но вот получив порцию такого впечатления, я долго не могла прийти в себя. У меня пошла перестройка, переоценка вообще моего жизненного пути, моей деятельности. Я думала, что я совершила, ну, что я еще должна совершить, какое место занимаю я в этой жизни, что я из себя представляю как личность. Вы представляете, вот эти все моменты, они как будто бы где-то дремали, спали, все вот это взбудоражилось. Ну, я уже не буду говорить о том, что я чуть не уволилась с работы, я только хотела водить хороводы, плакать, кричать «Ура!» и ездить на гастроли. Вот и все. В общем, что-то в этом народном действии есть такое сильное, мощное, это такой голос, зов предков. Мы Да. не должны это бросать. Марину Владимировну Евдокимову знает не только город Воркута, но и Республика Коми, потому что Марина Владимировна – это учитель-дефектолог, и она транслирует много лет свою практику на всю республику, работает со сложными детьми, с коррекционной педагогикой, поэтому Марина Владимировна висела на доске почета и в городе Сыктывкар, и в городе Воркута. Видели работы Марины Владимировны и на России, поэтому вот такой человек у нас с вами в эфире сегодня. А сейчас я хочу немножко по-другому рассказать. Вы знаете, вы уже узнали Марину Владимировну как солистку ансамбля «Юга Двоес». С момента основания она со мной вместе. Марина – это
член исполкома тоже с того момента, когда я вступила в Коми Войтер, мы с ней вдвоем рука об руку идем. И еще я хочу сказать вот про хоровод. С того момента, это было несколько лет назад, действительно что-то в Марине произошло, что сейчас ее называют воркутинским этноблогером. Представляете? Это сначала было непривычно, что обо мне в соцсетях стали писать как воркутинский этноблогер. Я люблю ремесла, я люблю культуру славянскую, я люблю вопросы, которые касаются сохранения традиций. Вот, все это очень мне дорого. И являясь солисткой ансамбля, мы что делаем? Транслируем культуру коми народам, да? Мы делимся с окружающими этими народными ценностями, этими образцами культуры через пение. И так как я люблю вязать, немного шить, вдруг все это тоже отдельная совершенно история, погрузилась в изучение прядения на веретене. Имея собак, я научилась прясть из собачьей шерсти. Затем в моей жизни встретилась крапива двудомная. Это вообще что-то невероятное. То есть мы знаем все, что пряли лен, очень мало людей знает о том, что пряли и крапиву. Я освоила процесс обработки крапивного волокна. Я занимаюсь обработкой крапивных стеблей, которые растут у нас в Воркуте, ну и также в других районах России, где бываю в отпусках. Крапивное ремесло вывело меня на возможность трансляции. Это настояли на этом мои дети, создали мне каналы, Рутуб, Дзен и сообщество ВКонтакте. Веду вот эту вот ремесленную тему. Что позволяет мне блогерство? Позволяет мне сказать с экрана, люди смотрят меня, подписываются, благодарят за то, что я делаю. Я чувствую, что я делаю правильные шаги. Это дает мне возможность говорить о моей республике, и петь, и рассказывать, делиться информацией, которую я вижу, например, в музейных экспонатах. То есть вот мы со Светланой были по долгу службы, по основной работе в командировках, либо это были гастроли с нашим ансамблем. Мы посетили музей Сыктывкара, музей ремесел и этнографии. Мы были в Государственном музее краеведческом города Инты. И рассказав подписчикам, вы знаете, я получала такие сообщения, такие комментарии ВКонтакте, например. Женщина пишет: «Спасибо вам огромное, я проживаю в Ухте. Про республику знаю много, но никогда не была в соседних городах. Благодаря вам я узнала, что есть в Инте интересного. Спасибо, что делитесь, потому что вот мы соседи, а в этих городах не были. А я была из-за концертов, из-за выступлений и смогла рассказать». Это очень здорово, потому что на самом деле мы живем вот рядом и друг другу даже головы не поворачиваем. Если у вас есть возможность, дорогие друзья, собирайтесь и рискните, навестите соседние города, села, посмотрите, что есть вокруг вас. Это очень интересно и добавит вам красок в жизни. Я могу, рассказывать о своей республике. Я могу призывать людей к милосердию и добру, являясь владелицей 3 собак, которых мы взяли к себе в дом с улицы или из приюта, призывать к ответственности, к ответственному содержанию животных. Это воспитывает детей, это воспитывает молодежь. Кроме того, что мы уже узнали про Марину, я хочу сказать, что она отменная хозяйка. Она так печет черенянь, она так печет шанишки из ржаной муки, которые у нас с картошкой, с брусникой тогда ты нас угощал. Она ведь всех угощает, особенно меня. Очень вкусные шанишки. Но еще я точно знаю, что Марина в какое-то время увлекалась, снимала. Было ей очень интересно узнать про оленеводов, про жизнь оленеводов. Ведь у нас в Воркуте мы часто видят дети наши, которые проживают в городе Воркута. Вот расскажи, как так получилось, что тебе захотелось Я знаю, что несколько серий даже у тебя есть. Да, у меня получилось на сегодняшний день эта трилогия. Она называется «Романтика кочевой жизни» в 3 частях. Но вот ежегодным является праздник День оленевода в Воркуте, и по центральной улице у нас скачут олени упряжки, соревнования. Мы можем наблюдать эти малые народы вот вблизи, посмотреть, что такое нарты, покататься на санях на этих нартах, детей катают по площади.
оленей погладить, все это здорово. Но кроме того, что вот увидеть, как они бегут и прокатиться, больше, собственно, люди дальше-то и не копают, и не знают о том, как живут эти люди в момент кочевой вот этой своей, да, периода жизни. Как живут их семьи, как живут их дети здесь, где они учатся. Этого в основном люди не знают. Даже прожив всю жизнь в Воркуте, как вот и моя свекровь, и моя мама, и покинув Воркуту, пишут о том, что мы и не знали. Вот. Поэтому было интересно, во-первых, навестить замечательную нашу Надежду Митрофановну, которая является представителем малого коренного народа, провести беседу с ней, посмотреть изделия, которые она делает. И вот эта беседа, вот эти гости, наш гостевой визит, все это как бы вошло в первую часть, мы узнали из ее уст некоторые нюансы и посмотрели на эту одежду. Вторая часть посвящена посещению нашего Воркутинского краеведческого музея, где тоже очень много есть информации по этой теме. И, конечно, гонки на оленях и упряжках, городской праздник тоже туда вошел. Ну а третья часть родилась после того, как мы с тобой съездили в Инту на Шонды Кыдж, солнечный круг, на фестиваль, выступили с нашим ансамблем. И мы попали, вот когда человек хочет, когда человек что-то действует, жизнь ему сама дает информацию и дает ему возможности. И тут мы приезжаем и узнаем, что завтра с утра постановка чума прямо на площади в Инте. Ну, конечно же, мы со Светланой Витальевной схватили штативы, телефоны и побежали на площадь снимать. И мне удалось взять даже интервью у чумработницы, и она рассказала некоторые нюансы, особенности вот этого кочевого быта. Вот. Хочется, чтобы знали об этом люди, особенно дети, которые живут на севере, ведь не все, опять же, знают. Да. Вот. Ну и потом Сыктывкарский музей, когда мы были в отделе Третья этнографии. серия? Это уже отдельная часть, но это быт коми народа, Да. изба, наполнение избы, традиции. В общем, много интересно. Получается трилогия романтика кочевой жизни и отдельно традиции быт коми народа. Говорить не переговорить. Хочется еще где-нибудь побывать. Сегодня мы с вами познакомились с Евдокимовой Мариной Владимировной. Я очень надеюсь, что прикоснулись к частичке души Марины за этот короткий промежуток видео. И хочу закончить тем, что если кто-то хочет из коми сел, из коми деревень показать что-то уникальное, которое забыто, но которое лежит в душе и хочется, чтобы о нем узнал весь мир, Приглашайте, и мы приедем к вам. Сталбурсат Янлы, Йортьяс. Аджилетеч.